Делимитация границ и армия Кыргызстана у границ с Таджикистаном. Связано ли это? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете последние новости с границ. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Очередное заседание совместной межправительственной таджикско-кыргызской комиссии по уточнению линии прохождения госграницы между двумя государствами состоится уже 16 марта в городе Гуристон. В принципе, наши переговоры проходили конструктивной обстановке, в обстановке взаимного понимания ситуации. Таджикскую делегацию возглавит председатель Госкомитета национальной безопасности республики Саймумин Ятимов. Делегацию соседнего государства глава ГКНБ Кыргызстана Камчибек Ташиев. Ранее в комиссии сопредседательствовали вице-премьеры двух стран. В обстановке того, что надо для наших граждан здесь, для граждан Варуха, граждан Аксая создать максимальные условия для их совместного проживания. Таджикистан и Кыргызстан начали работу по демаркации и делимитации госграницы в 2002 году и договорились по 60% границы. Несмотря на все переговоры на высшем уровне и готовность двух стран решить проблемы на границе и приостановить конфликты, инциденты, к сожалению, нередко проходят с применением огнестрельного оружия и с участием военных. На сегодня из 976 километров таджикско-кыргызской границы делимитированы и демаркованы только 504 километра. Но теперь обещают ускорить этот процесс, ведь этим будет заниматься специальные структуры. Как вы считаете, нам удастся договориться о границах? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Некоторых экспертов настораживает, что у границ с Таджикистаном проходят крупномасштабные учения вооруженных сил Кыргызстана «Безопасность 2021». По сообщению кыргызских СМИ, они пройдут в конце марта-начале апреля в Баткенской, Орской и Джалал-Абадской областях, которые граничат с Таджикистаном и Узбекистаном. СМИ Кыргызстана со ссылкой на официальное заявление властей сообщают, что во время учений будет проверена работа органов военного государственного управления и органов местного самоуправления в условиях военного и чрезвычайного положения, практическая мобилизация формируемых воинских частей и выполнение боевых задач в условиях обострения обстановки. В учениях на территории Баткенской области в непосредственной близости с границей Таджикистана примут участие органы управления вооруженных сил, аппарат полномочного представителя кыргызского правительства в Баткенской области, районные государственные администрации, мэрия Баткена, а также региональное подразделение МЧС, МВД, ГКНБ и Минздрава. В маневрах будут задействованы около 2000 человек. В Баткенскую область также стянуты десятки единиц военной техники, в частности 100 единиц автомобильной, бронетанковой и специальной техники, до 20 единиц артиллерийских систем, до 10 единиц авиационной техники. Некоторые скептики связывают эту ситуацию с ситуацией, которая не так давно проходила в Нагорном Карабахе, ведь тогда, за некоторое время до начала войны, у границ непризнанной республики проходили учения Азербайджана и Турции, что позволило под неприметным видом им стащить к границам свою технику, чтобы потом начать нападение. Но на самом деле это, наверное, просто страх начала войны, и он не имеет под собой никакую почву, ведь в Министерстве обороны Таджикистана сообщили, что им известно о военных учениях у границы, и никаких угроз для населения нет. Так что, пожалуйста, если какие-то будут провокационные статьи, не верьте им. Наша страна следит за происходящим и уверяет, что они связывались с Кыргызстаном и никаких опасностей для нас нет. К единым решениям, я думаю, что вот эти наши решения будут способствовать укреплению дружбы между кыргызскими и таджикскими народами. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!